Добрый вечер, дорогие телезрители. 19:30 и в эфире национального телевидения будничный суперпрайм. Не пропустите главного. С вами я, Дмитрий Аргунов. И сегодня в нашей студии речь пойдет о подготовке кадров. Причем не глобально о подготовке кадров, а именно о подготовке кадров, которая нацелена на некое будущее, некое программное будущее, которое у нас заявлено в подготовке к предстоящему 100-летию республики. И я не буду тратить время на представление гостей нашей сегодняшней студии, я их познакомлю по ходу дела. И хотелось бы начать, в 90-х годах было принято решение о образовании Республики Саха-Якутия, и этому предшествовал, конечно, глобальный, огромный такой сегмент советского времени. Представитель старой советской школы высшего профессионального образования Эвальд Раймондович Туги, доцент кафедры нефтегазового дела геолого-разведочного факультета. Эвальд Раймондович, вы учились в Свердловском государственном университете. Помните, какие специалисты работали на нефтяных и газовых полях нашей республики в 50-е и 60-е годы? Давайте мы сравним их, может быть, состав, их, может быть, степень подготовки и так далее. Начнем. Да, я закончил нефтяной факультет Свердловского горного института в 1955 году. Добровольно приехал сюда. Вот уже 60 лет, как я работаю на благо республики. Не добровольно у нас только в царское время, скажем так, отправляли в Якутию. Я действительно добровольно, потому что был у меня выбор. И юга были, и более лучшие, так сказать, места. Но я выбрал Якутию. И не жалею. Если повторить, так я бы еще раз выбрал. И здесь, собственно говоря, я и остался. Создал свою трудовую династию нефтяников-газовиков. Все мои дети, внуки идут именно по моей линии. Так что нас много. Эвальд Раймондович, давайте мы еще раз к моему вопросу. Если сравнить представителей советской школы горного дела, сравнивать трудно. Наверное, трудно. Трудно. И в то же время не в нашу пользу. Не в нашу, это как? Не в нашу в наше время. Не в пользу нашего времени. Во-первых, скажу, у нас школьная подготовка в те времена, несмотря на то, что мы дети войны, мы, собственно говоря, учились очень ответственно. У нас в школах с 4 класса были экзамены. И по 10 класс включительно. Тогда был период начальной школы. Человек кончил начальную школу, значит, он имел начальное образование. Потом 7-летку кончал, он получал неполное среднее образование. Неполная средняя школа, которая позволяла ему идти в любое среднее учебное заведение, типа техникума или училищ. Был выбор. Был выбор, он или продолжает дальше учиться, кончает 8, 9, 10 класс, получает среднее и идет в высшее учебное заведение. Если, конечно, у него хватит, так сказать, воли, хватит, так сказать, подготовки, зависит от него самого. Ни от чего не зависело, ни от отца, ни от матери, ни от богатого дядюшки, а просто я, деревенский парень, поехал в Свердловский горный институт, прошел конкурс и поступил. И учился. То есть мы ответственно учились. И программа школьная была такая, что, дай бог, сейчас, чтобы она была такой. То есть, наверное, дело все-таки в отношении каждого к процессу получения знаний. Нет. И сама обстановка была такая, что полагала, чтобы каждый занимался. Если он не занимается, он уходит. Он уходит со школы. Нынче этих механизмов нету, да? Нынче этих механизмов нет. Я бы хотел обратиться к вашему, скажем так, студенту, к вашему воспитаннику. Эркен Федотов сидит. Эркен Федотов, как после таких слов о том, что степень нынешней подготовки специалистов, она по сравнению с советским временем хромает, как вам? Немножко не обидно? Я, в общем, одним словом сказать не могу, потому что так как Эвальд Ильич мой преподаватель, у него он хорошо учит, хорошая школа, поэтому много от него берем, много знаний и так далее. У нас сейчас поменялось все, сейчас уже, раньше был специалитет, получается, в университете, а сейчас теперь бакалавриат, потом магистратура.
Ну, вот с этим вот Ну, сейчас... это только форма, но содержание-то остается. Содержание — это крепкие знания по горному делу, да? Ну, вот зависит именно вот именно от настроя, от человека, вот именно как учиться и так далее. Если вот хорошо учишься, отлично, вот если ты хочешь, то можно вот именно хорошим специалистом стать, инженером. Хорошим специалистом. И это было такое начальное введение в тему, поскольку все здесь сидящие в студии, так уж получилось, что они представители доблестной такой профессии, ну, кроме моего коллеги Прокопия Бубякина, который не является сотрудником газовой или нефтяной отрасли. Да, все остальные, сидящие в студии, так или иначе имеют отношение, ну, Дмитрий Евгеньевич тоже, отношение к подготовке специалистов именно в области нефти и газа, на которых делается в преддверии столетия республики гигантская ставка на том, что государственность республики будет основываться на крепкой экономике, в том числе и на перерабатывающей, на добывающей промышленности, как в некоторых других субъектах нашей Российской Федерации, в Татарстане в том же. Да? Дмитрий Евгеньевич, насколько руководство республики осознает важность подготовки кадров именно в этой отрасли в свете предстоящих событий 2022? Дмитрий, ну, как оценить масштаб осознания? Да? Ну, наверное, масштабом действий, которые предпринимаются правительством республики. Во-первых, есть четко сформулированная задача со стороны главы республики и председателя правительства республики Саха-Якутия в части взаимодействия с предприятиями нефтегазового комплекса для того, чтобы понимать не только количество специалистов по профессиям и специальностям, которых мы должны подготовить, и в первую очередь именно из числа молодых людей, которые сегодня живут в нашей республике Саха-Якутия, но и требования к профессиональной компетентности этих специалистов, которых мы будем готовить. И вот эти вот требования, их задача уже формируется со стороны непосредственно предприятий и работодателей, потому что есть корпоративная культура, корпоративные подходы к подготовке специалистов. Поэтому задача есть, наверное, даже корпоративные стандарты. Да? И корпоративные стандарты, совершенно верно. Сейчас очень большая работа в этом направлении ведется. Поэтому буквально в течение полугода, как только глава республики доверил мне эту работу в Министерстве профессионального образования, мы провели встречи практически со всеми нефтегазовыми компаниями, которые только работают на территории республики. Для того, чтобы услышать друг друга проблемы у каждой из сторон, понять задачи, которые стоят друг перед другом, скоординировать свои действия с точки зрения, во-первых, составления более четкого прогноза по потребности в специалистах в ближайшие годы и как раз до 2025 даже года. Во-вторых, скоординировать общие ресурсы, не только финансовые, но ресурсы производственных мощностей для того, чтобы мы могли организовывать, начиная от профориентации и, конечно же, производственной практики на наших предприятиях студентов, которые обучаются по заказу данных предприятий при поддержке Республики Саха-Якутия, ну и в дальнейшем, конечно же, трудоустройство. Поэтому такая длинная цепочка взаимодействия, которая сегодня начала работать. Я бы хотел и к вам, и еще раз, да, и к вашим коллеге, первому заместителю министра промышленности Республики Саха-Якутия Василию Захарову обратиться. Мне одному, я состою в общественном совете как и Прокопий, при Министерстве промышленности, да, то есть рассматриваем там какие-то аспекты и вовлечение местного населения в промышленность, и вопросы трудоустройства и так далее. И не у меня одного, наверное, у Прокопия тоже, наверное, возникают вопросы о том, что взаимодействие с корпорациями, которые должны трудоустраиваться, те специалисты, которые проходят подготовку по данному направлению, проходит с легкими такими, скажем так, притирками. Ну, это не совсем так, Дмитрий. С корпорациями мы достаточно начинаем плотно работать. Как вы все знаете, у нас начались такие большие проекты реализации, как «Сила Сибири». К нам приходят крупные корпорации, «Газпром», «Роснефть». Дочерняя компания «Роснефть» «Нефтегаз-добыча» уже ведет здесь добычу. «Сургутнефтегаз» давно уже здесь реализует свои проекты. Поэтому мы с ними ведем плотную работу. С ними заключается определенное соглашение, которое называется «О развитии социально-экономической республики», сотрудничестве в развитии. В том числе в данных соглашениях мы обязательно ставим пункты, которые касательно трудоустройства местных кадров и подготовки квалифицированных кадров из числа местного населения. Это обязательные пункты, которые мы в эти соглашения обязательно включаем.
Кроме того, те молодые люди, которые обучаются сейчас по направлению нефтегазовая отрасль, они приходят к нам, мы направляем их, так сказать, резюме и личные дела по всем крупным предприятиям, которые имеют данную направленность, и рекомендуем этих молодых людей взять на работу по профилю своей деятельности. То есть, несмотря вот на кажущиеся, может быть, какие-то моменты, скажем так, притирки, работа в данном направлении ведется и ведется Безусловно, целенаправленно. целенаправленная работа ведется. Знаете, Дмитрий, вот, но сложности, конечно же, есть, да, потому что, ну, скажем, вот на примере тоже компании «Газпром», от которой, мне кажется, мы слишком завышенные ожидания, даже более завышенные, чем от самих себя, которые мы готовы, я имею в виду людей, которые собираются работать с компанией «Газпром», больше ожидают от «Газпрома», чем от самих себя, хотя должен быть, наоборот, все-таки посыл с другой стороны. Например, я такой пример приведу, да, что вот компания «Газпром», прогнозируя свои потребности в специалистах, в то же время их корректирует. В частности, с того, что все компании, стремясь к снижению издержек, внедряют новые технологии, которые, соответственно, между прочим, ведут к уменьшению количества персонала, который будет работать, обслуживать различные производственные процессы. И это сокращение происходит серьезно. И вот мы как раз в рамках этой корректировки уже сейчас обсуждаем, что через 5 лет какого рода специалисты, раз такая корректировка на уменьшение количества людей работающих, должны какого рода специалистов мы должны подготовить. Но очень важно, вот говоря о таких компаниях, как «Газпром», понимать, что вот на самом деле существует своя корпоративная система подготовки специалистов и соответствующие стандарты. Вот я специально проехал все вот крупнейшие точки, где расположены подразделения, это и Ноябрьск, и Томск, в том числе и Санкт-Петербург. И хочу отметить, что корпоративный институт «Газпрома», который в Томске расположен, это уникальное учреждение дополнительного профессионального образования, которое позволяет вот в соответствии с корпоративными стандартами готовить специалистов. И что очень важно, компания «Газпром» услышала нас и взяла из числа студентов, которые закончили год назад магистратуру по газовым специальностям, работать в этот корпоративный институт. Именно для того, чтобы этот наш земляк коммуницировал со студентами, которые обучаются в сибирских вузах, подыскивал их и содействовал организации их обучения, получению дополнительных рабочих профессий, что значительно расширяет уровень компетентности специалиста. И вот такие примеры, они как раз показывают, что компании заинтересованы в взаимодействии с субъектом. Дмитрий Евгеньевич, мы все помним, в начале 90-х годов перед республикой стояла задача подготовить специалистов в области общей экономики, юристов и так далее, и так далее. Да? И тогда случился, может быть, маленький такой перекос, может быть, да, то есть, как говорится, каждый третий стал юристом, каждый второй экономистом, да? Не случится ли такого, что сейчас, если мы концентрируем силы и усилия, в том числе и со стороны с участием республики, именно в данном направлении промышленности, не окажется ли потом, что со стороны федеральных властей будет оказана значительная поддержка целью увеличения, там, не знаю, сельских врачей или учителей и так далее, и наши вот эти нынешние ребята, которые проходят по линии, скажем так, промышленности, окажутся, мягко говоря, невостребованы? Мне кажется, во-первых, перегиба не было ни тогда и не будет сейчас, потому что никто не отменял, что количество всегда переходит в качество, и в данном случае это имеет прямое отношение. Я не думаю, что будем испытывать недостаток в учителях или врачах. Мы сегодня испытываем недостаток в тех же врачах. А для того, чтобы случился там прямо мощный всплеск, у нас там более половины выпускников школ вдруг пошли поступать в технические специальности, мы значительно должны улучшить показатели, уровень подготовки и показатели по ЕГЭ, по физике, химии и другим техническим предметам. Учиться в этих вузах очень сложно. И у компании очень высокие требования к качеству обучения со стороны студентов, к чему многие наши ребята как раз не готовы. Ну а потом человек, имеющий промышленную специальность, все-таки для работы в промышленной специальности, как правило, человек, который имеет несколько рабочих, 3, 4, 5 рабочих специальностей и профессий, которые позволяют человеку быть мобильным в зависимости от условий, которые изменяются в его жизни, либо изменяется рынок труда в территории, где он живет. Поэтому это, наоборот, расширяет его возможность для адаптации в любых рыночных условиях. Жалко, конечно, что здесь в студии отсутствуют представители того же Сургутнефтегаза, да, Александр Анатольевич. Очень жаль. Но если брать нашу местную государственную компанию «Сахатранснефтегаз», в этом аспекте и по поводу трудоустройства, по подготовке кадров, да, и вообще востребованности, давайте у Моисея Валентиновича мы попытаемся уточнить сначала по требованиям, а потом уже как человека практикующего к Миргуну обратимся. Так, я хочу сразу сказать, да, что мы являемся действительно национальной нефтегазовой компанией республики. На сегодняшний день у нас более 2000
человек работников, и все они являются работниками, вот как говорят, из числа местного населения. Да? То есть мы не привлекаем трудовые ресурсы извне республики. Даже вот месторождения, на которых у нас применяется вахтовый метод, да, у нас все работают работники, жители нашей республики. А тут не возникает ли диссонанс, Моисей Валентинович, представители, скажем так, руководящие эшелоны? Мы, скажем вот так, население республики не вовлечено, скажем так, в процессы, которые происходят, допустим, на месторождениях, где работают корпорации. Да? Житель той же Томской области или Иркутской области, который возжелает работать на, скажем так, полях Сахатранснефтегаза, ну не на полях, а в сфере деятельности, да, в зоне интересов Сахатранснефтегаза, если ему немножко, скажем так, будет оказана, вот как Эвальд Раймондович говорит, дискриминация, как он к этому отнесется? Ну, тут ни о какой дискриминации речь не идет, да. Во-первых, это приоритет основная, просто. нет, это основная, это экономическая составляющая на самом-то деле. Да. Во-первых, мы говорим о том, что по квалифицированности наши кадры ничуть не уступают тем же работникам, которые будут нам из Томска приезжать или же из Ноябрьска того же самого. Есть, наоборот, такие моменты, когда наши работники уезжают туда. Да, вот, к сожалению, мы переманивают, да. Вот, бывает такое, что, к сожалению, мы не можем похвастаться уровнем заработной платы, да, таким же, как в Сургутнефтегазе или в Газпроме. Поэтому, соответственно, некоторые, ну, может быть, штучные специалисты выбирают уровень заработной платы, а не работу в нашей компании. Да. Но это, как говорится, не такая большая проблема. Место отсутствующих людей у нас долго вакантным не бывает. Да, у нас довольно-таки конкурентное предприятие, желающих работать у нас очень много. И в недостатке какой-либо определенной профессии мы не испытываем. Я вот хочу сказать, и учебные заведения нашей республики, и наш головной университет, Северо-Восточный федеральный университет, в принципе, полностью удовлетворяет, да, нашим потребностям, не говоря о том, что ведущие российские вузы, тот же самый Государственный университет нефти и газа имени Губкина, да, тот же МВТУ имени Баумана, сибирские головные вузы в достаточном количестве выпускают специалистов нашего профиля. И также министерство в этом отношении, с которым у нас, кстати, заключено также соглашение о совместной подготовке кадров, ну, довольно исправно поставляет нам резерв, кадровый резерв. Да. Хорошо. Моисей Валентинович, тогда я вот у Нюргуна, да, своего старого знакомого, с которым, ну, юность в нашем месте прошла, доля патриотической мотивации вовлеченности в нефтегазовую отрасль, да, для жителей республики, какова она? Все-таки, наверное, приятно, когда местный житель в родной Мулусе проводит работу по газификации и так далее. В нашей отрасли, я так понимаю, что именно в строительстве, да? Да. На данный момент, который ведется у нас на территории республики, то это у нас имеет как бы непостоянный вид деятельности. Да? То есть местное население привлекается на какой-то промежуток, отрезок работ времени и какие-то, значит, отдельные специальности. То есть сейчас на сегодняшний день мы с Сахатранснефтегаз ведем работы по Уралке, Просеке, подготовительные работы, да, под газопровод. И там у нас работает, ну, практически... Нет, я имею в виду вас, как жители республики, которые работают в национальной газовой компании. Вот у вас лично такая патриотическая мотивация, она значимую роль имеет или нет? Для меня да. Для вас да. А для многих ваших других коллег, как думаете? Ну, я думаю, что в любом случае, конечно, у людей есть мотивация, и, значит, она двоякая, да? Она может быть и финансовую составляющую имеет, да? Ну, и, я думаю, немало значительно, не очень меньшем виде, ну, может быть, даже превалирующая, это патриотическая составляющая. Патриотическая составляющая. То есть жители республики, наверное... Вот насчет патриотической составляющей, да? У нас в городе Ленске есть подразделение, дочерняя компания ООО ГДК «Ленсказ», в которой поставляет газ в город Ленск, да, и занимается газификацией города Ленска. Несмотря на то, что в городе Ленске сейчас сосредоточены все крупные нефтегазовые компании, начиная от Сургутнефтегаза, Транснефти, Газпрома, да, тем не менее у нас отток кадров из нашей вот этой небольшой точки, он не произошел.
И мы продолжаем будничный суперпрайм. Не пропустите главного. Сегодня мы говорим о подготовке специалистов в области нефти и газа, которые должны в ближайшем уже будущем стать основой усиления экономического потенциала нашей республики. И мы продолжаем наш блог с представителями акционерного общества «Сахатранснефтегаз». Моисей Валентинович, оттока кадров у вас не происходит. Вот была последняя, скажем так, фраза, которая... Давайте мы дальше разовьем вашу мысль насчет патриотической составляющей в мотивации ваших сотрудников. Ну, как сказать, да, конечно, человек ищет, рыба ищет где глубже, а человек где лучше. Но насчет патриотической составляющей, вот я хочу привести пример, да, свой. Можно сказать, что после окончания Якутского государственного университета в свое время, да, я по специальности горный инженер, поехал в поселок Айхал, устроился на работу в карьере Айхал и был там первым якутом, да, который вообще начинал работу в карьере Айхал, а карьер к тому времени уже работал 30 лет. Да, вот, всего было 4 семьи в поселке Айхал, да, которые именно якутской национальности. Вот, сравните те времена, да, и сейчас, какое там количество местных кадров, которые из ближайших улусов там работают и так далее. Вот хочу сказать, что вот Эвальд Раймондович, да, который 60 лет уже работал в газовой отрасли, начинал нашу газовую отрасль, создавал, да. Вот поколения, да, которые создавали, они уже потихонечку уходят, и вместо них заступает новое поколение, которое, ну, надеюсь, что достойно мы несем их вахту, да, и в этом поколении в будущем очень много местных кадров. Это все-таки считаю, что в свое время первым президентом республики была такая политика проведена подготовки кадров. Кстати, ребята, которые на первой волне пошли и поступили по линии департамента учебные заведения центральные, да, закончили, и они сейчас довольно успешно работают и в нашей компании, и на руководящих должностях. Да, и патриотическая составляющая, про которую вы спрашиваете, да, она, безусловно, она существует. Да, и мне, например, как коренным жителям Якутии, да, нравится жить и работать у себя здесь на родине. Наверное, это менталитет нашего народа такой, да, который не очень легок на подъем, может быть, да, и, может быть, где-то в другом месте. Вот я знаю многих ребят якутских, которые после окончания нашего университета, да, по специальности нефтегазовое дело, работают в Сургуте. В Сургут-нефтегазе, проживают в городе Сургут, и время от времени закидывают свое резюме обратно к нам в компанию, да, с просьбой трудоустроить их в нашу компанию. Почему это происходит? Хотя там якутская диаспора довольно-таки многочисленная, хочу сказать. Да, в Сургуте, да. Есть много ребят, которые работают там и работают немало лет, да, 5-6 лет уже там человек закрепился, имеет хорошую должность, например, но почему-то их тянет на родину. Ну, да. На просторы родных Аласов. Да. Это есть, от этого, наверное, никуда не деться, но я этим ребятам, наоборот, говорю, да, что рынок труда в нашей республике, он довольно-таки ограничен. Да, вот наша численность 2000 человек, плюс вот якутская топливно-энергетическая компания, да, и, в принципе, никуда. Да. Поэтому им говорю, что бы они закрепили в Сургуте, да, мы, наоборот, вам будем поставлять кадры в Сургут, если надо. Да, если у нас будет переизбыток, то мы с удовольствием направим вас и туда. Хорошо, об особенностях национального менталитета я бы хотел к следующему нашему блоку. Да. Кстати, давайте мы просто проиллюстрируем. Эвальд Раймондович, вот когда вы начинали свою трудовую деятельность в 50-е, 60-е годы, сколько много было представителей коренной якутской национальности среди сотрудников нефти и газа? Ну, достаточно большой был, если соотносить его с той обстановкой, которая существовала в республике. Я приведу один пример. Я работал начальником северо-якутской нефтеразведочной экспедиции в Вилюйске, это в Кызылсыре. И вот я поставил вопрос, чтобы привлекать местные кадры,
у нас лучкомбинат мы открыли, готовили. А мне в райкоме партии сказали, ты не отвлекай от сельского хозяйства людей, мы тебе поставим на То есть там существовал некий ранжир, да? Местное население должно быть задействовано в сельском хозяйстве Да, и точка, вот да? была такая ситуация, может, несколько смешно, но я вошел в острую полемику с первым секретарем райкома партии. Я был членом бюро райкома партии, и поэтому мог, так сказать, жестко разговаривать в этом плане. Но сами жители как-то побаивались. В то время. Да, побаивались. Когда я приехал в Усть-Илимскую нефтеразведку, там у нас работающих было 150 человек. Из них было человек 30 якутов. 20%. Ну, 20%. Работали они непосредственно на буровой, хорошо работали, я их сейчас помню, какие они были, но, к сожалению, их уже нет. Вот. И, по сути дела, по ходу дела у нас уже когда начал работать Якутский государственный университет, начали выпускаться геологи, специалисты у нас в процентном отношении Стали увеличиваться. Но я не хотел бы сказать, что вот именно местное население Якутии, коренные жители Якутии, Да, я это имею в все виду, да. национальности. Таковых, которые не имеют, так сказать, национального признака, русские там и другие, было много, было больше гораздо, если говорить о местном населении. Хорошо. И инициатору движения вовлечения сельской молодежи в промышленные специальности, да, человек, который вносит гигантский вклад, можно сказать, в дело профориентации, Прокопий Бубякин, вы являетесь куратором, да, вот этого? Да, я вот в этой передаче, не пропусти главное, хотел бы все-таки занять позицию такую, что все-таки сегодня местных кадров в промышленности очень мало. Вообще мизерное количество, я бы хотел это сказать, потому что я ежегодно с моими единомышленниками много ездим по республике и по промышленным точкам, будь то Алроса, Поле Золота, эти нефтегазовые компании. Там местного населения очень мало. Это очень мало. И как сейчас говорили, здесь виноваты, просто говоря, и мы сами, местное население. Если говорить про Восток нефтепровод, это дочерняя компания Транснефти, которая качает нефть в Восточной Республике, ну, в Китай через ВСТО. Они вот когда говорят, дайте нам хороших работников, которые отвечали бы их требованиям, у них требования очень высокие. Иногда, да, у нас наших местных кадров, которые учились в сельских школах, у них не хватает, может быть, опыта и так далее, да. Но все-таки мы, и поэтому мы иногда сами не отвечаем. Но в основном есть такое, что все-таки и работа, думаю, что все-таки ведется недостаточно с компаниями, что по привлечению местных кадров. Сейчас вот, да, возможно, вот по добыче нефти, по работе, как оформить землю и так далее, и объемы нефти и так далее. Там, да, возможно, ведется работа, но в этой части по кадрам, я думаю, что все-таки мало. Все-таки мало, да? Да, но все-таки я хотел бы указать, остановиться на Сургутнефтегазе. По линии Минпрома и Министерства профессионального образования ведется большая работа. Там Сургутнефтегаз ежегодно за свои деньги готов обучить специалистов в Томском университете нефтегазовом, и сам оплачивает. Но есть вот такое дело, что он готов платить, но людей нету. Ну, это совершенно верно. Есть, скажем так, святое место, которое оказывается Дмитрий, здесь пусто, да? банальная, Почему, Дмитрий Евгеньевич? банальная проблема. 20 потому что... квот, извините, я докончу. 20 квот компания выставляет, а там заполняемость где-то 5-6 человек. Ну, Владимир Ильич, думаю,
меня подтвердит. Смотрите, это дело. проблема простая. На самом деле у Сургута подписан по этому поводу договор с Ленским районом. И это право формирования набора 20 вот этих вот абитуриентов отдано Ленскому району. Из всего Ленского района действительно 5-6 человек всего лишь готовы поступать вот на эти специальности всего лишь. И каждый год, вот последние 2-3 Да. года пропадает 15, по сути, мест. При этом некоторое количество студентов, из этих 5-6, примерно 1-2, каждый год отчисляется, вернее, Сургут прерывает с ними договор обучения, потому что они плохо учатся. Но сегодня у нас есть договоренность с компанией «Сургутнефтегаз» о том, что совместно наше министерство с Ленским районом будет осуществлять набор на абитуриентов вот на эти вот 20 мест не только из Ленского района, а вообще в целом ребят, Перекрестное живущих такое, в нашей республике. И неважно, и в первую очередь, конечно, по территориально это ближе Тавелюйская группа районов. Эту работу мы в нынешнем учебном году обязательно организуем. Ага. Владимир Владимирович, Кстати, я могу продолжить. конечно. Да? Очень интересно это было. Общественная организация «Я инженер», мы тоже ходили, разговаривали, знаем, что это существует уже несколько лет. В этом году мы просто переговорили с Ленской краем, ну, районом, получается, да, знали, что не хватает людей, попробовали набрать людей. Но мы должны были это сделать тихо. как это тихо, я бы не понял. Тихо, это вот тех людей, которых есть в Министерстве образования, которые подготовлены, они знают, да, эти ребята хотят на технические вузы поступить и готовы софинансировать 50 на 50 там, да, и тех ребят, которые мы вот вместе возили по проектам «Молодежь Якутия промышленность». Но там такой случился казус, да, вот, кое-кто выслал эту информацию по WhatsApp. И я вот и отправили мой номер телефона. Вот тут я вам скажу, я за сутки ответил больше, чем на 400 звонков. Желающих людей, которые вот готовы софинансировать обучение. Это там они 50 на 50. Сургутнефтегаз только оплачивает 50% проживание, обучение и так далее. А остальное ты должен сам софинансировать. Это нельзя через Министерство профобразования, тогда было так, да? И вот представляете, сколько людей хотят, на самом деле готовы и желают учиться, да? Я это к чему? Нас в республике не так много, да? Всех якутян меньше миллиона, и если действительно мы... Раньше приоритет было сельское хозяйство, да? Все местное население в сельском хозяйстве мы вытягивали, да? Потом пришло время промышленности, когда местное население, вот, которое коренное, оно начало в промышленность тоже, да? И вот тут мы уже чувствуем, да? Когда пошел отток кадров от сельского, сельское немного упало, да? Это мы пытаемся промышленность, но здесь надо, наверное, республике выбрать, что у нас в приоритете, да? Действительно, если это больница, то больница, да? Здесь вот республика само слово врачей. нефтегаз, это Да. нефтегаз, как бы слово как магия, Люди хотят. как магия. Как... Люди хотят. А блок того, что вот ставят крупные компании, это очень понятно, да? Я сам работал в Сургутнефтегазе, прекрасно знаю, как у них, да? Жил там в городе Ленторе. У них в каждом городе есть техникум. Первое, чтобы устроиться на работу, тебе нужен хотя бы корочка оператора добычи, слесаря и так далее, который тебе продает билет быстрее, чем дипломы технические. Мы приходим с техническим дипломом, у вас есть корочка, да? Как я возьму? Это надо дополнительно обучать и так далее, и так далее. Предприятие не хочет брать на себя нагрузки. Вторая причина – это НДФЛ. Все мы знаем, что промышленность, когда приходит в республику, это налоги на недра и так далее, все уходит. Единственное, что мы можем оставить, это НДФЛ. Не секрет, что в Западной Сибири нефть заканчивается, да? Она теряет рентабельность, и вся зарплата нефтяника зависит от двух показателей. Это нефтяной коэффициент, то есть у тебя на толкане люди получают в том же Сургутнефтегазе больше в 2 раза, чем у себя в Сургуте. Все хотят, вся элита с опытом работы и так далее хотят В работать Якутии в больше, толкане. чем в Сургуте, Да. в Сургуте получают. И работая здесь, они могут НДФЛ платить, 29 дней налоги позволяют, и они платят. Это содержание. А там очень династийно, вот как рассказал предшествующий. Старая школа – это очень сильная. Вначале развивалась в Татарстане, нашли нефть в Башкирии, переехали в Башкирию, нашли в Ханты-Мансийском округе, они прямо селами династийно переезжают. Село, допустим, Семьями, да? Семьями, династиями, да. Нижние Потому что, Выселки переместилось да, полностью практически. опыт, стаж, помощь родственная, получается, династия, они переезжают. И на Толкане сейчас происходит то же самое, на самом деле. И пробиться туда, это много чего стоит. Но это надо делать, потому что от этого зависит будущее. Да? Без промышленности не будет ни банков, ни больниц нормальных и так далее, и так далее. Денег попросту крутиться. Да, у нас телефонный звонок, давайте примем. Здравствуйте. Да, мы слушаем вас. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. У меня вопрос к Дмитрию Евгеньевичу. А где сейчас можно поступить после 9 класса и не поздно ли? На базе 9 классов ведется
практически во всех наших учебных заведениях. И я хочу добавить сразу, что со следующего года это будет постепенно увеличиваться количество мест, которые и произошло это уже в нынешнем году для поступления на базе 9 классов. Но в этом году поступление завершилось. Лишь в нескольких сельских учебных заведениях, по сути, остались места, где еще не закончен набор, но вот к 1 октября эта работа завершится. Хорошо, скажем так, опомнившиеся, видимо, родственники. Я думаю, что это люди, которые понимают, что молодой человек хочет зарабатывать деньги, а потому он понимает, что именно через техникум он получит такую специальность, которая ему даст такую возможность. Да, вот, кстати, ремарка Владимира насчет того, что есть базовые техникумы, которые готовят вот, базовые какие-то специальности. Вот я скажу, что вот у «Газпрома», да, вот повторюсь, что это вот как раз корпоративный институт в Томске, где все люди, работающие в системе «Газпрома», от Калининграда до Камчатки, и раз в год обязательно проходят повышение квалификации. Это корпоративная культура, которая вот ведет к этому. Да, и у многих компаний, для них приоритетно определенные вузы. Это, во-первых, Томский университет и университет нефти и газа имени Губкина. Вот в прошлую пятницу я встречался по этому поводу с ректором университета нефти и газа, и мы договорились, что, ну, во-первых, мы в следующем году выпускников, оканчивающих в СВФУ по нефтегазовым специальностям, бакалавриат будем направлять в большем объеме, мы вот с Евгением Александровичем вчера это обсуждали, для прохождения обучения в магистратуре и в Москве в имени нефти и газа, и в Томском политехническом университете. Кроме того, эти вузы, понимая, в том числе вот ректор университета нефти и газа, говорит о том, что понимает перспективы развития территории этой отрасли в нашей республике, соответственно, готовы увеличивать количество мест, которое будет направлено на подготовку молодых людей, пришедших из республики Саха-Якутия. Эту мы работу осуществляем. Мы в компании «Газпром» впервые в этом году открыли профильный класс. Совместно с Томским политехническим университетом компании «Газпром» в городе Якутске в одной школе открыли такой класс. В следующем году мы такие классы на базе 10-11 классов для профориентации будем открывать еще в ряде территорий, в том числе и Ленский район, и в ряде школ Вилюйского улуса. И здесь нам нужна поддержка уже муниципальных образований. Я считаю, что такие классы, они как раз помогут больше сориентировать и помогут ребят заниматься профориентацией для того, чтобы они определялись с выбором. Кроме того, с университетом нефти и газа имени Губкина в нынешнем учебном году мы проведем предварительные сессии подготовительные, когда профессора из этого университета приедут в течение года, в течение зимы дважды и будут читать подготовительный курс лекций для того, чтобы молодые люди могли подготовиться. Мы этот отбор для формирования этих групп в ближайшее время начнем. Поэтому хотел бы, чтобы как раз те люди, которые хотят этого, следили за этим. И мы... Я хочу здесь добавить, Дмитрий Евгеньевич, вам, что мы ежегодно бываем в Мининском районе, поселок Светлый, там очень хороший есть техникум, Светлинский институт техникум. К сожалению, практически не используется. Да, и там очень хорошие есть классы такие, вот, там прямо можно научиться, как варить металл и так далее. Очень хорошие классы, но они мне говорят, что они ежегодно встречаются с такой проблемой, что не добирают кадры. И мы, со своей стороны, газета «Эдерсас», газета «Сахасире» пытаемся вот тоже рекламировать это учреждение, чтобы туда люди шли, ребята шли. Там еще хотелось бы сказать, что там было бы очень удобно учиться детям семьи, которые, как можно сказать, что денег немного, да, у семьи, и могут отправить туда вот ребят. Там полностью общежитиями. Это абсолютная правда. Да, это пример неэффективного управления данным учреждением. И, по сути, здесь проблема... Светлинским техникумом? Светлинском техникумом. По сути, очень больше проблема административная, коллектива. Потому что вот 400 мест в общежитии, а живет меньше 100 человек. Это от того, что сегодня там он заполнен менее чем наполовину. Стипендии, не могут все набрать. есть там. Я считаю, что мы должны просто более активно осуществить профориентационную работу в этом году, особенно в Вилюйской группе районов, потому что там в том числе можно готовить по нефтегазовым специальностям, вообще в целом в сфере электроэнергетики, жилищно-коммунального хозяйства. И я считаю, на самом деле вы правы, это уникальное учебное заведение. Лучших условий для не просто учебы, но и жизни в нашей республике нет ни в одном учебном заведении, чем там. И снова в эфире национального телевидения заключительный, завершающий блок будничного суперпрайма. Не пропустите главное. С вами я, Дмитрий Аргунов. И наша аудитория тут немножко вот в предыдущем блоке, как нас обвинил
почтенный Эвальд Раймондович, ушли немножко в частное. Начали обсуждать быт студентов и так далее, и так далее. Хотя, как говорят некоторые участники дискуссии, всегда население интересовали локальные какие-то вещи, какие-то частности и так далее, и так далее. Это же доказывает практически единственный наш телефонный звонок, который был адресован Дмитрию Евгеньевичу, о том, что куда еще можно сейчас поступить, чтобы потом лет через 5 получать зарплату достойную, скажем так, и так далее, и так далее. Да? Дмитрий, я думаю, знаете, что да, вот я, вот пример вот, по поводу в городе Ленске есть такая 20 мест. Я об этом не знал, допустим, да. А вот у нас именно осведомленность, да, она низка. Информированность. Очень низка. Да. Поэтому говорить о том, что значит, 20 мест не заполняется, да, это действительно это вот проблема, значит, администрации, которая этим занимается. Да при желании вот наберется, Конечно. и в том же Поэтому Ленске. Да? Я думаю, что да, вот в том же Ленске, и вот именно такие моменты у нас, они упускаются как-то вот уровень WhatsApp, говорит, да, кто-то там WhatsApp, я, допустим, WhatsApp не читаю, да, и я выпадаю уже из когорты, и вот, а та молодежь, которая, скажем, сельская молодежь, да, ее же безработица очень страшная же, вот в центральной Якутии, в Великой группе Луса, да, страшная безработица, и в то же время вакуум, который образовался там, вот, скажем, тот же, да, вот Светлинский техникум, да, он не заполняется. Почему? Потому что нет элементарной, да, информации. Информация должна быть доступна. То есть, скажем, на государственном уровне возможно будет, да, или, скажем, в интернете, чтобы она прям кричала, чтобы народ шел туда. А так где-то кто-то кому-то кинул WhatsApp, я считаю, несерьезно. Правильные вещи говорите, товарищ Аргылов. Дмитрий, и тут WhatsApp, скажем так, стал поперек государственной Бог с ним, политики. с WhatsApp, я хочу сказать, что с каждым годом становится больше взрослого населения, старше 25 лет, которое идет получать профессию в учреждениях среднего профессионального образования. Это люди, которые уже что-то осознали, что-то попробовали и обожглись, и сегодня они, понимая, где они могут заработать и как, при помощи какой профессии, они начинают ее получать. Вот об этом должны молодые люди помнить, о которых мы говорим, что они безработные в селе. У нас телефонный звонок, давайте мы послушаем нашего телезрителя. Говорите, вы в эфире. Алло, добрый вечер, эфир. Я хотела вот спросить, нынче у меня сын закончил университет, горный факультет по специальности пожарная безопасность. У него сейчас в данное время нет работы, и вот молодые люди говорят, что можно ли переквалифицироваться. Смотри, можно я сразу скажу? Да, вот в нашем министерстве мы специально создали отдел трудоустройства выпускников. Вот все молодые люди, у которых есть проблема с трудоустройством, я их рекомендую на Курашова 36, есть специальный отдел, который занимается работой с предприятиями, представляя как раз объективки, взаимодействия, направляя на собеседование. Это первый этап. Второе, конечно же, вот как раз магистратура, она позволяет скорректировать профиль обучения для того, чтобы расширить свои опять возможности и быть более интересным предприятием. Ну и последнее. Вот по пожарной безопасности потребность у предприятий на сегодняшний день огромная. Значит, просто-напросто я считаю, плохо что ищет, да? Ищет в городе Якутске, скорее всего. Да, то есть локально. Можно добавить здесь, что вот по информации, что девушкам я бы не рекомендовал идти в горные специальности, потому что девушки иногда вот идут на это, не зная вот той пыли, той грязи, той обстановки, где они будут работать, шахта и так далее. Там очень грязно, там надо работать лопатой. Эфир не мог быть ничем другим, чем, скажем так, мы представляем блок сексизма в нашем. Эвальд Раймондович, тут говорят, что поэтому девушкам незачем идти в горные специальности. Согласны ли вы с этим? Нет, не согласен. Нет. Нет, не Каждый согласен. остается, скажем так, при своем мнении. Ну, тот предмет, который я преподаю и, собственно, отдал всю жизнь, это бурение нефтяных и газовых скважин. Уж на 100 работа тяжелая, но без женщин специалистов невозможно вести эти работы. Я Есть очень ежегодно много. бываю в буровых, там не видел ни одну женщину. Давайте я плохо давайте я Владимир скажу. Владимирович, вы были солидарны с тем, что женщине нельзя допускать газовую и нефтяную отрасль? Ну, не так категорично нельзя допускать, да, а при выборе специальности, да, я очень бы хотел попросить наших любимых девушек, да, и дочерей, и особенно родителей, да, которые направляют своих дочерей учиться на нефтегазовой специальности, да, во-первых, понять после окончания обучения, кем будет ваш ребенок работать, да.
Сейчас, если с парнем не возникает определенных трудностей да, по трудоустройству, потому что мы можем его принять на любую рабочую специальность, да, и он начинает с низов, начинает там молот в руки, Вахтовка. лопата и пошел. Да. А Условия девушки, к быта, сожалению, мы это жилья представить не тоже можем. имеют И значение? еще, да, вот в одной из передач с участием Дмитрия Евгеньевича да, была такая очень хорошая мысль о профориентации сказано, да, о том, что профориентацией надо заниматься больше родителей, чем Совершенно учеников, да, потому что зачастую родители... Это в не нашем пред- эфире было? Да. Да, это зачастую Вашем. родители не понимают, куда должен идти их ребенок, да, и родителей надо учить этому, наверное, и, думаю, наш сегодняшний эфир к этому заставит задуматься, да, и пример приведу из своего опыта, да, ну, приходит отец, дочка, красавица, да, закончили Губкинский университет, специальность разработка нефтяных и газовых месторождений. Пришли, сидят, я говорю, давайте мы хотим у вас работать. Ну, что я могу им сказать? Да, я, конечно, могу, я хотел их направить в наш поселок Кызылсыр, там, скрипя сердце, мы можем какие-то условия создать, хотя на месторождении у нас одна женщина работает поваром, да, все остальные это мужчины на месторождении. Девушке-инженеру там надо создавать отдельные условия. Да. Как на фронте, да? Да, Отдельную то есть землянку. отдельная землянка, это отдельная балок, там, где она со всеми благоустройствами должна там проживать. Такие ситуации у нас в Кызылсыре бывали, да, когда вот стоит два общежития больших, да, в одном проживает 6 пацанов, а в другом одна девушка. Да, потому что и нельзя проживать с пацанами, ну и так далее. Потому это что женщины, издержки производства. женщины, Я вот спрашиваю, да, отца. Изначально хотят работать в офисах. В офисах, в Отца, вот красивом насчет офисе, офиса я скажу, да. Я Поэтому- отца спрашиваю, да, а он говорит, а что это? У вас дискриминация по половому признаку? Я говорю, отец, вы когда дочку отправляли, как вы думали, где она работала, да? Вот я девочку спрашиваю, где ты себя представляешь после учебы? Она говорит, да вот сижу я в офисе, да, вот такой Проектировщиком, ответ. да? Ну, проектировщик это в лучшем случае, а в худшем это без работы. Без работы останется эта девушка. Хотя она являлась отличницей там, и так далее, но у нее специальность не проектирование, а разработка. Дима, сегодня федеральный закон об образовании позволяет работодателям, когда они осуществляют заказ целевой подготовки, определять особые требования. И в этом году впервые предприятия начали такие требования выставлять о том, что им должен быть обязательно юноша. По половому признаку, да? Это дополнительные требования, которые предъявляет работодатель. Поэтому это допустимые Ну, условия. для работы в поле, да, в тяжелых условиях, наверное, Совершенно верно. это абсолютно приемлемо. Единственное, что я могу сказать, что скучно будет товарищу Эркину Федотову да, учиться в коллективе, в учебном коллективе, в группе, где одни парни, наверное, будут. Да, да, Ну, конечно. надо сказать, я тоже добавлю, да, девушки могут учиться техническим вузам. Это проектировщики, химики, но никак не бурильщики и разработчики. Вот им в нашей группе, вот НД-19, 24 парня и ни одной девушки вот именно. Ну, А вот пошли теперь уже вот НД-13, 14, 15, там вот было вот 4 девушки, потом 5, 6, вот именно увеличивается. Уже по возрастающей. Да. Но все равно тяжело будет этим девушкам потом, и либо им нужно будет переквалифицироваться оперативно, да, Они все равно потом быстро убегают с предприятий. такая проблема есть. Много ли у вас бегает, скажем так, выпускников и трудоустроившихся людей с вашего предприятия? Ну, среднегодовые показатели у нас да, по приему вот, только свежеиспеченных выпускников это порядка 25 человек в год. Да? То есть мы принимаем ежегодно порядка 25 человек. В этом году у нас показатели чуть ниже, да, потому что сама по себе текучесть у нас существенно уменьшилась. Ну, это все, скорее всего, экономическая составляющая всеобщая. Да? Люди дорожат своим местом. И поэтому в этом году на сегодняшний день нами принято 12 человек. Вот только окончивших учебное заведение. И среди них есть, конечно, девушки. Есть. Но это экономические специальности и одна инженер есть. Вот все. Остальные это юноши. Но, тем не менее, в свете, скажем так, вот этого вектора, можно даже сказать восточного вектора, когда труба проложена на восток и никуда больше, да, все-таки в республике необходимо развитие
промышленностью, в том числе добывающей, обрабатывающей. Да? Вот когда возникали вопросы о комбинате газопереработки в зоне Заречья, ну, практически все были, скажем так, против. А когда возникает вопрос, работать или не работать, получать ли достойную зарплату или оставаться на содержании на пособии каком-нибудь, да, люди выбирают, конечно же, большую зарплату. Вот в таких дискуссиях нужно, конечно, прилагать большее внимание, все-таки смотреть будущее, перспективу какую-то, и не артачиться всеми, скажем так, вот 4 руками, ногами уперся, да, и не надо тут никакой промышленности и так далее. Все-таки в ближайшем будущем именно промышленность, в том числе добывающая, обрабатывающая, станет основой крепкой экономики республики. Этого вектора не избежать. Спасибо всем нашим выступающим. Это была программа «Не пропустите главного». Вел ее Дмитрий Аргунов. Спасибо всем.